Добрый день, уважаемые коллеги. Видно ли нас, слышно ли нас? Пожалуйста, отметьтесь. Рада приветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. Вебинар очень актуальный. Тема на сегодня животрепещущая, потому что именно с этого учебного года мы начинаем заполнение модуля «Одаренные дети» в государственной информационной системе «Электронное образование». Работа с одаренными детьми и на уровне Российской Федерации, и на уровне Республики Коми, на уровне каждого муниципального образования, образовательной организации сейчас одна из самых приоритетных. Поэтому модуль «Одаренные дети» он позволит нам с вами эту работу упорядочить, систематизировать и во многом упростить. И я в своем вступительном слове объясню концепцию, по которой мы будем работать в этом учебном году, а мои коллеги уже расскажут о технической стороне этого вопроса. Все вы, наверное, имеете наш приказ Министерства о заполнении модуля «Одаренные дети» в системе электронное образование. Сроки все помните. Для чего мы сейчас заполняем этот модуль? Самая главная цель – это увидеть, создать республиканский реестр одаренных детей. Чтобы на уровне республики мы понимали, какие дети входят в наш республиканский реестр. Делали мы это по типу российского реестра, который поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации. И по такому же образцу мы тоже его сделали. Сейчас, вот в настоящее время, в сентябре, задача каждой образовательной организации внести в этот модуль заслуги и участие детей в тех мероприятиях, которые определены двумя перечнями. Это федеральный перечень мероприятий и региональный перечень мероприятий. В приказе Министерства реквизиты обоих перечней указаны. Федеральный перечень, он утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Региональный перечень утвержден совместным приказом Министерства образования Республики Коми, культуры и физической культуры и спорта. Вот эти мероприятия, они позволяют отнести детей к республиканскому реестру одаренных. И система сейчас, эти мероприятия, они в системе введены. И поэтому, когда вы будете вносить детей, вы будете выбирать из этих двух перечней, либо всероссийского, либо регионального. Это позволит нам с вами, во-первых, и на уровне образовательной организации, и на уровне муниципалитета, и на уровне республики увидеть такого одаренного ребенка, не потерять его и, конечно же, всячески сопровождать, чтобы он продолжал достигать высоких результатов. Дальше очень важный момент в введении модуля «Одаренные дети» на сегодняшний день. Мои коллеги вам тоже расскажут о том, что этот модуль, он достаточно широк в использовании. Сейчас мы только начинаем его использовать, так сказать, его апробировать. И только некоторые возможности его используем, но впереди у нас с вами будет время, чтобы все его ресурсы использовать. Значит, после того, как вы отметите всех детей, которые у вас участвовали, либо занимали призовые места в этих мероприятиях, которые утверждены двумя этими перечнями, важен еще момент – это определение куратора одаренных детей. На сегодняшний день при составлении реестра одаренных детей мы предлагаем вам такую схему, что в одной школе один куратор. То есть один человек, который ведет таких детей, входящих в республиканский реестр. То есть один человек фиксирует, какой ученик в каком из этих мероприятий поучаствовал, какое место занял. Он сканирует грамоты и, соответственно, грамоты, сертификаты, и это все заносит в систему. Один куратор. Чтобы для понимания, для нашего понимания мы видели на уровне республики кураторов по количеству общеобразовательных организаций, знали, с каким человеком нам можно будет контактировать в ряде самых разных случаев, потому что вы знаете, что на уровне республики мы сейчас создаем систему
мероприятий по сопровождению одаренных детей. Это и учебные сборы, профильные образовательные смены, летние профильные школы. И для этого зачастую нам приходится отрабатывать вручную подбор кандидатов для участия в этих мероприятиях. И нам станет проще, если мы будем знать всех кураторов в каждой школе, чтобы можно было через них детей отбирать. Далее, значит, когда республиканский реестр будет составлен, мы сейчас пользуемся результатами прошлого учебного года, 2017-2018. На текущий учебный год к концу сентября будет обновлен региональный перечень мероприятий, то есть он будет утвержден также приказом на 2018-2019 год. Все эти мероприятия будут внесены в систему, и я думаю, что очередным приказом мы запустим уже заполнение республиканского реестра одаренных детей на текущий учебный год, то есть с добавлением по результатам нынешнего учебного года. И федеральный перечень, который утверждается приказом Министерства образования Российской Федерации, он будет обновлен в октябре. То есть эти мероприятия обновленные также будут занесены в наш модуль. Так, еще хочется сказать про школьные и муниципальные мероприятия. Понятно, что таких мероприятий для одаренных детей у нас огромное количество, как на уровне школы, так и на уровне муниципалитета. К ним относятся самые различные конкурсы, и дистанционные, и очные, и творческие, и спортивные. Мы ни в коем случае эти конкурсы не отметаем, эти конкурсы, они нужны, важны, но мы предлагаем вам эти конкурсы заносить в систему как школьный уровень, либо муниципальный уровень. То есть включать их в план мероприятий, либо школьный, либо муниципальный. И не путать наши два перечня, федеральный и республиканский. То есть если вы в школе проводите школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, то есть все школьные этапы, они должны у вас стоять в плане мероприятий именно на школьном уровне. То же самое муниципальное образование может делать и заносить в свой план муниципальных мероприятий. Здесь возникнет, наверное, такая проблема с увеличением количества кураторов одаренных детей, потому что мероприятий станет больше, и уже фиксировать результаты участия и в школьном этапе, и в муниципальном этапе нужно будет большему количеству человек. И здесь, я думаю, что логично будет увеличить количество, но не, конечно, в этом вопросе не превышать, то есть понимать, что на уровне муниципалитета от управления образования должен быть человек-куратор, и на уровне школы может быть несколько кураторов, то есть можно здесь по уровням образования разбить, либо по параллелям, в зависимости от количества обучающихся в школе. Еще какой вопрос я хотела осветить, он касается закрепления учителей, которые сопровождают одаренных детей. То есть если мы для регионального реестра одаренных детей назначаем одного куратора от школы, то учитель все заслуги своего ребенка, которого он сопровождает, выявляет, и благодаря усилиям которого ребенок занимает призовые места, он это все может загружать в свое портфолио, которое также имеется в сетевом городе во вкладке портфолио. То есть мы ни в коем случае не хотим лишить учителя данных заслуг, наоборот, то есть это приведет к систематизации. Но пока мы решили не отмечать, не назначать куратора для каждого одаренного ребенка, как из его учителей-предметников, чтобы нам в системе не запутаться. Пока вот на сегодняшний момент мы выбираем, что либо для регионального перечня мероприятий это один куратор в школе, для школьного муниципального можно будет увеличить количество до 3-4 человек, в зависимости от количества обучающихся. Учителя просто себе в свое портфолио фиксируют все результаты учеников, также используя сканы грамот, дипломов. Вот, уважаемые коллеги, в принципе, концепция, я думаю, что понятна. Если есть какие-то вопросы, то можете в чате их задавать, мы обязательно на эти вопросы ответим. Также прошу звонить в Министерство образования, если у вас какие-то вопросы будут возникать по ходу заполнения. Можете обращаться, либо в Институт развития образования, коллеги также вам подскажут. То есть задавайте, спрашивайте. Пока у нас с вами до 23
5 сентября идет заполнение этого модуля. Желаю всем удачи, успехов. Надеюсь, что в этом таком пилотном варианте мы с вами справимся и увидим на уровне республики реестр детей, которых будем дальше сопровождать и выявлять. Спасибо. Сколько координаторов обучает муниципалитет? Угу. На уровне муниципалитета здесь опять же решение, все зависит от количества муниципальных мероприятий, то есть и от количества участников. Если на уровне муниципалитета много мероприятий для одаренных детей, очень много участвует детей, то я думаю, что можно здесь уже посмотреть вам самим. Ну и, конечно же, кадровый вопрос, сколько у вас есть возможностей. Что пропало? Вопрос по поводу добрых начал. Хороший, конечно, вопрос. Но здесь это все на усмотрение администрации образовательной организации. Я думаю, что в каждой образовательной организации есть положение о стимулирующих выплатах и есть балловая система. Данная должность должна войти в измененное положение и должна вот иметь определенные баллы, чтобы этот человек тоже был простимулирован за свою такую важную должность. Про прикрепление сейчас специалисты технические будут рассказывать подробно. Я думаю, что этот вопрос будет снят. Да, конечно же, мы вносим не только по направлению наука, но и вносим по направлениям спорта и искусства, потому что все региональные и федеральные перечни, они состоят из этих трех направлений. Поэтому и спорт, и культура. И здесь вот такой момент, что нужно с детьми в школе провести достаточно широкую разъяснительную работу, чтобы все дети знали о том, что их достижения учитываются, и чтобы они свои грамоты, в том числе спортивные, в том числе по направлению искусства, приносили в школу и делились. То есть доп. Образование, оно тоже заносится в этот реестр. Ну, насчет объема работы. До конца сентября мы вас не просим внести все результаты школьных и муниципальных конкурсов. Мы просим вас отработать только федеральный и региональный перечни. В данных мероприятиях от республики участвовало не такое количество детей, тем более от одной школы. То есть здесь можно поработать и можно достаточно быстро заполнить. Насчет продления сроков мы, конечно же, подумаем. Если будет принято положительное решение, то мы сообщим. Классных руководителей, но здесь, опять же, смотрите на уровне школы. Не всегда классный руководитель в известности о том, где участвовали его дети. Если классный руководитель в этом вопросе компетентен и отслеживает, то можете назначить. Но это не значит, что все классные руководители сейчас должны стать кураторами одаренных детей. То есть здесь функционал немножко другой. От другого нужно отталкиваться. Нужно, конечно же, отталкиваться от того, насколько данный педагог погружен в вопрос, как он ориентируется. Насчет Олимпиад 17-18 учебного года. У нас как раз региональный реестр одаренных детей сейчас заполняется по результатам 2017-2018 учебного года. Соответственно, если вы имеете в виду Всероссийскую Олимпиаду школьников, то и ее результаты вносятся. Она есть в перечне и в федеральном. Да, только за один учебный год, за 2017-2018. Про текущий учебный год все документы мы подготовим и разошлем позднее, уже, я думаю, что это будет в октябре-ноябре. Да, насчет 11-классников, конечно же, это значимые результаты, их значимости никто не отменяет, но вы понимаете, что наша задача ввести статус обучающихся на сегодняшний день в образовательных организациях республики, но про одаренных 11-классников мы тоже знаем и на своем уровне региональном такой реестр ведем,
чтобы привлекать их уже в качестве тьюторов на наши профильные образовательные смены, и такой опыт положительный уже имеется. Поэтому их результаты не пропадут, мы их отслеживаем. Учебный год прошлый закрыт, но вы сейчас заполняете модуль «Одаренные дети» в текущем учебном году 2018-2019. И вопрос к тому, что, возможно, 11-классники, они выбыли. Я еще раз говорю, их фиксировать не нужно, потому что те значимые мероприятия, в которых эти 11-классники участвовали, они у нас зафиксированы. То есть на уровне министерства мы такую базу тоже ведем, и поэтому эти дети, мы с ними держим связь и привлекаем их уже как тьюторов к сопровождению младших одаренных детей. Ну, то есть, кто закрыл уже учебный да, год. О том не нужно беспокоиться. А кто не закрыл, еще да. могут это сделать. Мероприятия региональные, которых нет в перечне, вы их можете вносить, но они у вас пойдут как либо на уровне школы, либо на уровне муниципалитета. Если на уровне муниципалитета они не будут выставлены, то вносите их на школьном уровне. Насчет Республиканского центра одаренных детей, здесь вопрос, наверное, будет технический, потому что у Республиканского центра нет прав администратора, чтобы вносить данные сведения. Но этот вопрос мы будем прорабатывать. Пока на сегодняшний день сами школы вносят. А потом уже мы посмотрим, может быть, действительно эти права мы отдадим Республиканскому центру. Так, деление по заключительному и региональному этапу всероссийской уже внесено. Уже внесено, да? То есть вот подсказывают коллеги, уже внесли это деление. Да, если говорить про республиканский перечень одаренных детей и про участие их в федеральных и региональных олимпиадах, то там вносятся и призеры, и участники, потому что вы понимаете, что если ребенок поучаствовал на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, то это очень важное достижение. Даже не важно, что он не добился призового места, уже участие говорит о многом, поэтому вносим. Не понимаю последнее. Да, это я. Это вы написали, да? Так, и, уважаемые коллеги, давайте продолжим. Есть ли еще вопросы, готовы ответить? Ну, тогда я слово передаю коллегам из... Так, про школьный муниципальный я уже проговорила. Еще раз говорю, что и школьный, и муниципальный этап вы можете их вносить. Школьный, например, на уровне школы, а муниципальный этап на уровне муниципалитета ставить в план. И там уже отмечать их участие. То есть они у вас будут, получается, и участников тоже можно. Но здесь с участниками вы понимаете, что школьный этап, там участвует 70% обучающихся любой школы. Поэтому вы устанете это вносить. Я думаю, что на школьном этапе логичнее будет вносить только победителей и призеров. Потому что зачастую участие у нас добровольно-принудительное в школьном этапе. Я еще раз про доп. Образование сказала, чтобы провели в школах широкую разъяснительную работу, чтобы дети знали о том, что все их достижения учитываются, в том числе те, которые в кружках и по спорту, и по искусству, чтобы ребенок приносил свои грамоты для того, чтобы в школе их отсканировали и внесли в систему. Я думаю, что это не составит труда, если классный руководитель поработает с ребенком, куратор, например, на сайте, также в системе ГИС отработает, повесит объявление. То есть все время говорить об этом детям, и они, я думаю, что будут приносить свои, и родители будут об этом знать. Заочных конкурсов, если вы их будете вносить, то вносить на уровне школьного этапа. Если вы считаете эти конкурсы важными, которые помогают также детям развиваться, то вносите. Так, по поводу учетной карточки сейчас ответят коллеги. На самом деле, физмат-лицей задает вопрос по поводу разделения на предметы по высшей пробе. Сейчас нам не столь
важен предмет. Самое главное, что этот ребенок участвовал в данном мероприятии, чтобы он был в республиканском реестре. А там мы уже доработаем, как предмет отмечать. Пока просто, что он участвовал в этом мероприятии. Так, у ребенка тоже в ГИСе отражается, коллеги расскажут о том, что будет видеть ребенок в своем электронном дневнике. Про международный конкурс здесь опять же тот же вопрос. Это, я думаю, что только пока на уровне школы можно будет его отметить, потому что ни в федеральном перечне, ни в республиканском таких конкурсов нет. Андрей Борисович задает вопрос, кто очистит список конкурсов от ненужных. Там очень много муниципальных конкурсов сайтов. Это которые вот уже в системе, да? Да, Ну, я думаю, что здесь, наверное, надо будет вот со специалистами КРИРО подумать, как нам сделать это. Я думаю, что какими-то, может быть, письмами, звонками, но мы в ручном режиме придется отрабатывать, чтобы убирать ненужные конкурсы и очищать. Так, в примечаниях педагогов-наставников там есть примечания, да? Возможно? Нет, там примечаний нет. Но там есть, предположим, место проведения. Если есть возможность отмечать, то, конечно, отмечайте педагогов-наставников. То есть здесь мы не против. Там есть кнопка «Удалить», хорошо, значит, надо поудалять. А удаляет кто? Муниципалитет, да? Если он какие-то ненужные конкурсы. Примечания есть, значит, тогда вносите в эти примечания педагога-наставника. Так, по поводу тонкостей технических сейчас специалисты КРИРО. Ну, я думаю, что я закончу. Давайте вы уже переходите к техническим вопросам. Да, и тогда, может быть, что-то проясним нашим коллегам. Всем доброго дня. Прежде чем к техническому описанию модуля перейти, хотел бы обратить ваше внимание на правую нижнюю часть экрана. У вас там есть некоторая нормативка. Мы для информации на всякий случай сбросили основные нормативные документы, в том числе инструкции, как с этим модулем работать. Их можно скачать в формате PDF, на любом компьютере откроется. Так, по работе в системе. Демонстрацию экрана включи. Демонстрацию экрана включи. Пухни. Включи. Так, мой рабочий стол видно? Нет, Не видно. А что там видно? А попробуй выключи и включи. Все, появилось. Технические стороны работы в этом модуле «Одаренные дети» разберем на демо-версии, на копии. Значит, первое, что нужно сделать, это администраторам образовательных организаций нужно зайти в управление сотрудники. И назначить, то есть человека, которого вы определили как куратора вашей организации, зайти в его карточку,
То есть вы заходите в управление «Сотрудники», у вас открывается список сотрудников вашей организации образовательной. Вы выбираете в этом списке того человека, кого вы хотели бы назначить куратором для занесения данных в эту систему. Нажимаем на ФИО этого сотрудника, открывается его карточка. Самый последний раздел, открываем дополнительная информация. Сейчас подгрузится красненький раздел. То есть в самом последнем разделе дополнительная информация, если мы развернем, и в самом низу, вот он, раз, два, 4 пункт снизу, есть такой параметр, как куратор ОД. Вы его ставите в «да», то есть ставите значение куратор ОД «да» и сохраняете. После этого у этого сотрудника появляется в меню пункт «Одаренные дети». У других сотрудников, у которых куратор ОД стоит «нет», этого пункта не видят. По работе в этом пункте. В нем 3 подпункта меню. Общий план мероприятий, личный план мероприятий и подопечные дети. В общем плане мероприятий мы с вами можем посмотреть все мероприятия, которые Министерство или Управление образования, вот как раз те мероприятия, реестр которых нужно нам составить до 25 сентября. Да? Вот в этом пункте меню, общий план мероприятий, мы можем все эти мероприятия по годам посмотреть. Редактировать его мы не можем. Дальше, следующий пункт. И там покажи еще прошедшие и будущее. То есть здесь нужно... Нет, ниже. Вот здесь. Да, по этому пункту меню, значит, более подробно. Здесь, во-первых, можно выбрать год, то есть мероприятие по каждому учебному году посмотреть. Отфильтровать по статусу мероприятия, по типу мероприятия и по уровню. Следующий пункт меню – это личный план мероприятий. Вот сюда как раз вы можете на ваше усмотрение, если хотите забивать ваши мероприятия, в том числе муниципальные и какие-то другие, региональные, федеральные, которых нет в перечне, но когда вы их сюда будете добавлять, кнопочкой «Добавить», уровень не ставьте региональный и всероссийский. Да? Ставьте школьный. То есть пока речь идет об этом. То есть для того, чтобы не было путаницы с тем перечнем, который утвержден, и теми мероприятиями, которые туда не вошли по какой-то причине, чтобы вот этой путаницы не было, то есть пока вносите эти мероприятия с уровнем школьный. То есть в личный план мероприятий вы можете забивать свои школьные мероприятия, в которых дети участвуют. Третий пункт меню – подопечные дети. В нем у куратора будут отражаться дети, которые за этим куратором закреплены. То есть как это делается? То есть первое, мы с вами зашли в сотрудники и назначили куратора. Далее заходим в управление, пункт меню «Ученики». И к этому куратору нам нужно привязать детей. Ну или детей к куратору. То есть мы кликаем на фамилию ребенка. У него точно так же в самом последнем разделе, дополнительная информация в самом низу, есть такой же параметр. Одаренный ребенок. По умолчанию у всех стоит «нет». Если это одаренный ребенок, вы ставите параметр одаренный ребенок «да», и появляется возможность задать этому ребенку куратора. Их может быть несколько. Например, ребенок
один куратор в школе и один куратор в доп. Образовании, в каком-то кружке. Здесь плюсиком можно начать фамилию впечатывать. И по фамилии найти человека. Не только из этой школы. Если, например, доп. Образование, не ваша организация, указала у себя, зашла под своей учетной записью и указала какого-то своего сотрудника как куратора, вы его тоже сможете здесь найти. Это второй шаг. То есть первый вы назначаете куратора в своей организации, второй шаг вы в управлении ученики привязываете к этому куратору учетные записи детей. Далее в меню «Одаренные дети», «Подопечные дети» мы заходим, и на этих детей, если мышкой нажать, можно открыть портфолио, посмотреть. Или добавить участие в мероприятии. Мышкой «Добавить» выбираете год, мероприятие, которое в этом году, итог, какое место он занял. Особые отметки. Вот здесь можно какой-то комментарий написать. Вот то, что вы спрашивали. Педагог-наставник. Да, педагог-наставник. Вот здесь можно указать дополнительную информацию. Вот в таком виде на каждого ребенка участие в мероприятиях добавляется. Это в школах. В доп. Образовании хотелось бы отдельно отметить. В доп. Образовании кураторов задать может, сотрудников поставить куратору да. А детей привязать к кураторам не может. Это делается в школе. Поэтому доп. Образованием предварительно такая схема. Оно составляет список детей и отправляет в школу по электронке или еще каким-то образом. И школа, чтобы на телефоне всем этим времени много не терять, заносит список, добавляет своим детям кураторов из кружков доп. Образования. Отчеты. Да, был еще вопрос, как открепить куратора от одного ребенка и назначить ему других кураторов. То есть это делается в управлении ученики. Вы заходите в конкретного ученика и каких нужно кураторов у него открепляете кнопочкой минус. То есть вот у этого ребенка два куратора. Один из них админ, второй Аверина Елена Степановна. То есть можно выбрать, например, Аверину Елену Степановну и нажать кнопочку минус. Удалить куратора, да. Все, остался один куратор. Сохраняем. Таким образом, кураторов можно менять. По отчетам. По отчетам добавился раздел у нас один, отчеты по одаренным детям. Здесь можно сформировать список одаренных детей с их кураторами. Это первый отчет. Второй отчет – это отчет по личным достижениям одаренных детей. Вот он что-то ошибку выдает. И меня выдавал.
То есть региональный уровень 8 штук, а всероссийский 8 штук, 8 штук на бюджет. Сейчас сумасшедшее количество. Так, корпоративное мероприятие. В общем, здесь нужно мероприятие, фильтр отобрать, которое вам нужно, и список. И появится список детей, которые участвовали в этот период в мероприятиях такого-то уровня. Видимо, база подтормаживает сегодня. Ну, во-первых, здесь она в 16-17 году, поэтому, а мероприятие это у нас 17-й год длины. Есть вопросы какие-то? Вопрос такой, правильно ли я понимаю, что список конкурсов мероприятий на этот год будет постоянно меняться? Список конкурсных мероприятий мы выложили в правом нижнем углу, он утвержденный, который, да, их два. Один перечень у нас Министерства образования. Это список на прошлый учебный год. На этот учебный год он на этот учебный год, возможно, будет другой. Да, не полностью он будет меняться, но где-то в каких-то местах будет меняться. Сейчас список забит прошлогодних мероприятий прошлого года. Просто выбираете мероприятия из имеющегося списка. Вас вообще не должны интересовать, какие мероприятия вы забиваете. Они уже забиты региональным координатором. Вы просто их выбираете. Единственное, что возможно из этого списка какое-то может быть мероприятие пропущено по технической ошибке. Вы сообщите нам, мы его добавим. Потому что список достаточно обширный, возможно, при набивании допустили ошибку. По вопросам, могут ли школы добавлять мероприятия? Например, у нас в лицее... Наталья Владимировна, я вам отвечал на этот вопрос. Мы отправили разработчикам в работе. Пока неизвестно, как изменить и по какой причине. Проверьте сроки. Добавлять мероприятия вы можете в личный план мероприятий, но не указывайте там уровень региональный и всероссийский. Указывайте школьный, чтобы путаницы не было перечнем. По поводу учетных карточек детей, которые перешли в другое учебное заведение, да, это вопрос к разработчикам, потому что эти данные в базе данных есть. Они просто в отчете не отображаются не так, как нам нужно на данный момент. Это должны разработчики сами подкорректировать. А что там именно не так отображается? Ну, у нее отображаются, у них дети ушли из других, из гимназии, и вот эти те старые учреждения, не физмат лицей, а вот эти учреждения. В отчете. А с разработчиком связываются? Да, конечно. Сделают им, да? Ну, в работе. Хорошо. Это физмат лицей все волнуется, да? Это физмат лицей волнуется? Главное, чтобы ваши дети попали в реестр. На данный момент цель стоит первоочередная – наполнить реестр, который по приказу правительства и по приказу Минобра мы должны формировать к 25 сентября. То есть если у вас дети участвовали в мероприятиях в этих, то вы эти данные заносите в первую очередь. Если у вас дети участвовали в концертах или викторинах, которых в этом списке нет, вы их тоже можете заносить, но во вторую очередь и уровень, если он совпадает с региональным или всероссийским, поставьте школьный. Я еще там один момент хочу сказать.
Можно говорить, слышно. Слышно? Уважаемые коллеги, очень важный момент. Значит, вот как сказали коллеги, действительно, в первую очередь мы сейчас формируем республиканский реестр одаренных детей. Да? В первую очередь мы формируем республиканский реестр одаренных детей. И поэтому 20 сентября я вас попрошу уже и на уровне муниципального образования, и на уровне каждой школы назначить по одному куратору. 20 сентября мы выгрузим отчеты и посмотрим, все ли школы и все ли муниципальные образования назначили кураторов одаренных детей. Поэтому вот большая просьба, чтобы эта работа уже к следующему четвергу была сделана, чтобы нам понимать, что вы работу начали, ведете, и уже кураторы у вас есть. И на уровне муниципалитета, и на уровне школы. По одному. То есть сейчас первостепенно по одному. Не нужно прикреплять нам сейчас всех классных руководителей, всех заместителей директора. То есть только один на уровне школы, один на уровне муниципалитета. В итоге у нас должно получиться 337 кураторов в школах по количеству школ в этом учебном году и 20 кураторов, координаторов на территориях муниципальных образований. Вот такую работу я вас попрошу к 20 числу проделать, чтобы мы увидели, что все вы включились в процесс. А к 25 сентября вы уже отмечаете все достижения детей из этих двух перечней. И мы после 25 сентября тоже выгружаем отчет и видим уже, какие дети у нас вошли в республиканский реестр. Есть ли еще вопросы? Дошкольникам надо? Так, дошкольным организациям пока не нужно включаться в этот процесс. Мы пока работаем непосредственно со школами. Про школьный муниципальный уровень заполнения это все вторая очередь. То есть вот сейчас мы с вами сформируем республиканский реестр одаренных детей, и вы потом постепенно уже можете работать на уровне школы, на уровне муниципалитета со своими мероприятиями. То есть сейчас все мероприятия не нужно вносить. Работаем только с двумя перечнями. До 25 сентября. После 25 сентября продолжайте работу и уже вносите мероприятия школьного и муниципального уровня. Ну, я вот уже ответила и про муниципальные достижения тоже. То есть это все после того, как мы разберемся с вами с республиканским и всероссийским. Коллеги, вопросы еще есть? Тогда закончим. Уважаемые коллеги, спасибо, что вы сегодня были с нами. Я надеюсь, что наш семинар был вам, вебинар полезен. И всю необходимую информацию вы от нас получили. Еще раз повторюсь, пожалуйста, звоните, обращайтесь. И Институт развития образования и Министерство всегда готовы вам помочь, проконсультировать. Я думаю, что и муниципальные органы управления образованием в том числе. Спасибо большое. Насчет творческих я полностью поддерживаю. Спасибо.